Дорогие соотечественники, я, Орозов Улан Болотович, простой гражданин Кыргызской Республики, обращаюсь к вам с заявлением о создании новой политической организации «Союз справедливых». Решение о создании такой организации обусловлено удручающим состоянием практически всех сфер жизни в нашей стране. Ситуация в политике, в экономике, в социальной сфере находится в колоссальном упадке. Царит тотальная некомпетентность и коррупция в государственных органах. Падение уровня жизни толкает наших граждан на эмиграцию. У политической элиты явно отсутствует решение накопившихся проблем. В стране сложилась несправедливая экономическая система. У граждан нет мотивации на созидательную деятельность. Нынешняя политическая элита за годы независимости доказала свою полную несостоятельность. За 30 лет не создано ни одного конкурентоспособного производства, не то что глобального, но и регионального масштаба. Свою историческую миссию они провалили. Так называемые кланы, основанные на семейственности и землячестве, олигархи и недобросовестные чиновники приватизировали важнейшие отрасли экономики. Они присваивают большую часть и так небольшого общественного дохода, подрывая тем самым развитие страны и обрекая ее на упадок. Мы, новая политическая сила, наша главная цель – обеспечение полного благосостояния, свободного и всестороннего развития всех членов общества. Невозможно достичь ее, не построив действительно справедливое общество и крепкую экономику. Итак, об экономике. Мы должны совершить резкий рывок в развитии экономики. Не на жалкие 2-3% в год, а на десятки процентов. Достижение этой цели в рамках сложившейся экономической системы невозможно. Мы сможем достичь высоких темпов роста только внедрением плановых методов управления экономикой. В результате реформ 90-х мы необдуманно переняли рыночные механизмы, которые оказались во многом неприменимы для экономики нашей страны. Это стало причиной вопиющих диспропорций и вместо ожидаемого толчка в развитии привело к стагнации. Чтобы догнать развитые страны, мы должны устранить дисбалансы, порождаемые рыночной экономикой. Мы должны построить более справедливую систему распределения национального дохода и богатства и обеспечить опережающие темпы роста благосостояния населения за счет увеличения роли государства в экономической жизни. Для реализации экономических замыслов необходима соответствующая политическая система. По факту, в данное время Кыргызская республика является демократической республикой формально. Политическая элита – это представители крупного капитала, либо их ставленники. А интересы крупного капитала всегда были далеки от интересов простого народа. Ибо интерес капитала – это максимизация прибыли, а не обеспечение благосостояния общества. Необходимо отметить, что политическая элита неоднородна и не монолитна. Внутри нее тоже происходит политическая борьба, заложником которой часто становился простой народ. Апогеем борьбы являются выборы. На выборах часто применяли административный ресурс и разного рода махинации. Так что народ практически не в состоянии серьезно повлиять на их исход. Кроме того, граждане не в состоянии отозвать некомпетентного депутата. В итоге у народа якобы есть голос, но по большому счету выбора нет. Истинная демократия – это реальная возможность народа влиять на политику государства. Мы должны вернуть людям это право через реформу политической системы. Мы вернем справедливость, утраченную нашей страной за прошедшие 30 лет так называемой свободы. Мы стремимся к справедливости не только для себя и даже не столько для себя, но и для своих детей, для будущих поколений, для обеспечения жизни и развития нашего потомства. А это означает равный доступ к образованию, медицине и другим базовым потребностям людей. Общество, в котором прибавочный продукт присваивается
небольшой группой в ущерб основному населению, то есть в котором осуществляется эксплуатация, считаться справедливым и благополучным не может. Призываю всех неравнодушных граждан, ищущих справедливости, граждан, думающих о будущем нашей Родины, присоединиться к нам. Вместе мы воплотим наши идеи в жизнь. Ведь идея, овладевшая массами, становится материальной.